Шейх Мансур и Шамиль. Шейх Мансур – чеченец. Он 6 лет возглавлял борьбу горцев против российской оккупации Кавказа. В 1791 году во время штурма русскими крепости Анапы Мансур был ранен и попал в плен. Шейха Мансура привезли в Санкт-Петербург, допрашивали, пытали, приговорили к пожизненному заключению. И он умер в Шлиссельбургской крепости. Ну тут все ясно и понятно. Теперь посмотрим биографию Шамиля. Шамиль, аварец, это такой народ в Дагестане. 28 лет возглавлял борьбу горцев против российской оккупации Кавказа. В 1859 году Шамиль попал в плен к русским. Казалось бы, понятно, тюрьма ожидает, а может даже и казнь. Но нет. Для начала император Александр II лично подарил Шамилю золотую саблю. Потом Шамиля провезли по таким городам, как Харьков, Курск, Тула, Москва, Санкт-Петербург. Причем жил он в гостиницах. Потом Шамиля с семьей поселили в Калуге. Для него специально выделили трехэтажный дом с садом и конюшней. А на лето для него, снимали дачу за городом. Император назначил Шамилю пенсию в размере 10 тысяч рублей серебром в год. Но это была в то время огромная сумма. А потом эту пенсию увеличили до 15 тысяч. В 1866 году Шамиль присягнул на верность России и поехал в заграничное турне. Сначала в Стамбул. Там султан дал Шамилю большой дом и определил пенсию. Это, обратите внимание, Россия и Турция в то время заклятые враги, провели между собой 10 войн, а Шамиль угодил и императору российскому, и турецкому султану. Потом Шамиль поехал в Египет, там посетил Каир, порт Саид, поучаствовал в открытии Суэцкого канала, потом поехал в Саудовскую Аравию, посетил Мекку, поселился в Медине, где и умер. 2 борца против России, а такой разный финал, непонятно.